Всем доброго утра. Ну, а мне приятного аппетита. Кто за столом, тоже приятного аппетита. У нас сегодня доброе утро начинается по традиции с доброй яичницы, макарон с котлетками и чай. Ну, можно сказать, это даже не чай, а теплый морс с малинового варенья. Ну, так вот захотелось. Увидел банку, утром проснулся, захотелось морсика. Именно теплого, не холодного, а теплого. На улице немного потеплело. Я так думаю, градусов 12-15, не холоднее. Сейчас посмотрим. Отдохнул вот так. Ночью даже не вставал ни разу. Когда ложился, положил 2 половинки березовой чурки. И главное положить вовремя, потому что если положить их чуть раньше, они разгорятся, и в избе будет баня. Если положить чуть позже, то им жара не хватит, и они просто потухнут, потому что березовые чурки, они сырые. А если точно угадать и положить их на угли равномерно так, то по центру у них будет как нодья, получается, огонек, и они в течение ночи постепенно будут гореть, друг друга будут поддерживать и не потухнут, и жара такого не будет, и такая нормальная, комфортная комнатная температура. Вообще шикардос. Изба прогрелась полностью, и не скажешь, что здесь 10 дней никто не жил. Какие у нас планы на сегодня? Планы у нас такие: пока все не отдолбим, все палки, которые мы заморозили за 10 дней, никаких рыбалок. В смысле, на удочку, все такое. Первым делом надо отдолбить. Ну а потом уже все остальное. Потому что жалко будет, если попадала рыба и испортится. Я понимаю, есть кому есть. Есть собака, есть кошка, но все равно жалко. Тем более в этом году мы как-то даже запаса не сделали налима. Вот говорят, куда столько рыбы? Куда столько рыбы? Всегда в комментариях такие диванные критики. Все им кажется, что мы ловим в море рыбы. У меня, вот, допустим, налима дома замороженного нет. Мы все свежим съели. Обычно у меня уже к этому времени бывает морозилка битком забита налимом. В этом году нет. Ясь, да, ясь есть. И фарш накрутили, вот котлетки делаем. И ребра заморозили. И подсолили немного свежепросольного. Окунь есть. Немножко еще остался. А налима нет. Потому что я не знаю, как будут продвигаться здесь дела. Но долго мы здесь рыбачить уже не будем. Возможно, даже если по результатам сегодняшнего, завтрашнего дня свеженасаженные крючки ничего не дадут, я не исключаю возможности, что я завтра просто соберу все продольники, подниму вечером, и все. На этом налимовая рыбалка в этом сезоне у нас закончится. Будем заниматься другой рыбалкой. Можно еще попробовать по новой поставить ближе к поселку, чтобы, допустим, на машине съездить, там переправа есть, там поблизости переправа где-нибудь, понемногу будет попадать. Почему нет? Река та же самая. Может быть, так и сделаю. Но если заниматься другой рыбалкой, допустим, буду ездить в лес, на лесные речки по Хариусу,
то надо что-то одно. Допустим, если здесь палки, там хариус, палки потом опять без присмотра запускаются, тоже не то. Надо заниматься одной рыбалкой. Посмотрим, не будем загадывать. Сегодня у нас опять предстоит трудовой день. До обеда раздолбаюсь с верхним участком, я надеюсь. Потом придем сюда, пообедаем, заряжаем камеру и опять с фонариком уже едем на нижний участок разбираться там. Вот такие вот планы у нас на сегодня. Запас дров у меня есть, воды я привезу, так что все нормально. У нас главное по сравнению с вчерашним днем полдня в запасе есть. Мы вчера полдня просто потеряли. Грубо говоря, весь день потеряли на дорогу. Пока приехали, пока то все. Сегодня мы уже на месте. Так что завтракаем и вперед на речку. Встречаемся на палках. Так, ну что, поехали. Добрались мы до верхних палок, до верхнего участка. Отдолбил первую лунку. Но лед здесь немного, да, немного потоньше, где-то сантиметров 25, может быть 30, даже меньше 30, наверное. Но уже чуть полегче, так что посмотрим. Может быть, до завтра еще насажу, посмотрю, оставлю. Если будет результат, на этом участке можно будет оставить. В принципе, здесь раньше всегда кормила. Ну что, поехали, смотрим. О, мелкий налим, запутал всю палку, никто его не съел, значит крупного налима здесь нет. Так, ладно, погуляй пока. Так, натяжка, натяжка, натяжка. Язь. Язь. Наконец-то, язина. Как я тебе рад. Как я тебе рад. Зацепился хорошо. И подождал меня целых 10 дней. Первый язь. Если по первому льду этих язей доставали так, как будто так и надо, то сейчас я уже и этому язюре рад. Потому что везде пусто, пусто и пусто. Вам, конечно, эти пустые палки показывать не буду. Смысл? Долблю, долблю, чищу, чищу, достаю, а там пусто. Ну, как бы успокаивает то, что и на крючках ничего нет. То есть получается, рыба была и ушла. Кому там я еще нужен стал. Что ты дергаешь, что ли? А вон язюк. Опа. Чуть бы не было. А, на 2 крючка. Нормально. Я думал, сошел уже. А он у меня, он как зацепился. Попал на тот крючок. И вон раз. Получается, петля образовалась. И благодаря этой петле он не сошел. Так бы он с этого крючка сошел бы по-любому. Вон уж какая дырка. Он пошел вот так вот оплавник. И получается, петлю себе сделал. Ну, зато дождался. Второй язык. Ах, янскадан. Мы еще что-то и поймаем. Так что мы не только работаем. Получается, мы еще и рыбачим. Мы еще и рыбу ловим сегодня. Я-то думал, только долбежкой заниматься придется. Вон как он запутался. Конечно, 10 дней прошло.
Это время надо было как минимум раза 3 проверить. Но. Как получилось, так получилось. Так, все запутано. Кто-то был и ушел. Кто-то был, запутал и ушел. Ясь, наверное. О, малек. Малек плавает. Прикольно. Я где-то мальков ловлю, они вот здесь плавают. Фига себе, откуда он взялся? Так. Что-то напутано. Что-то есть. Язёчек. Язёчек, 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 дружочек. Дождался. Ага. За язык попал. Язык крепкое место. Не крупный, но приятный. Инцкадан. Никто тебя, окунь, кушать не хочет. Зато тебя сейчас кушают. Белый скажет: спасибо, хозяин, за рыбу. Подустал я что-то, друзья. Еще вон сколько проверять. Опять по темноте придется. Да. Ох, нелегкая эта работа. Долбить палки после морозов. Ух ты. Конкретно напутала. Вон докуда кто-то попадал. Он на красный крючок, получается. Поднял вон аж до Кудова и ушел. Не дождался. Эх ты. Потом 12 тысяч подписчиков. Сейчас 9, уже, наверное, 20. Ну, 20 300, да? Вот, я говорю, молодец, зато уже, знаешь, ни от кого не зависишь, от этих руководителей. Бывают, видишь, руководители это такие бестолковые. Бывают. Вот. Они есть бестолковые. Да. В основном-то бестолковые попадаются. Вот, поэтому молодец, что это. Все, я 20-ку отработал. Я же пытался переводиться, меня же в Троицк брали сюда. И первый начальник брал в Троицке, второй брал. А Ухта не отпустила, они уперлись, типа, нам работники нужны, перевод не дадим только через увольнение. Я говорю, как я 2 года семью не видел? А нам, говорит, насрать, говорит, ты семью перевози сюда семью и все. Я говорю, не хотите, как хотите, посчитали, 20-ка есть, общий стаж там 30 стало. Без 2 недель 30 лет общий стаж стал. Молодец. Я нахрен рапорт подаю и отпуск с последующими на дембель. Ну и не жалеешь, наверное. Нет, конечно, 22 июня ровно 4 часа, как говорится. 17-го года я уже, получается, 3,5 года на пенсии. Блин, наверное, как страшный сон вспоминаешь. Я же еще закончил курсы там, пока работал. Курсы 6-го разряда охранника. Думал, вахтовать, ездить буду, работать где-то. А потом плюнул, я говорю, всех денег не заработаешь, хоть дома с семьей пожить немного. И так семью толком не видел, блин, за эту работу, блин. Ну давай, Ген. Давай, Серега. Выйдешь на пенсию, звони, встретимся, порыбачим. Хорошо, Всё. приеду обязательно, тем более не так и далеко. Ну, хорошо, давай, Серега. Все, Пока. давай, пока-пока. Пока.
Звонил товарищ, кореш, Серега. Болтали, наверное, полчаса. Время уже 2:30. Я не знаю, сколько мне еще работать. Опять по темноте придется. Вот. В общем, с Серегой вместе мы были в командировке. Так что, Серега, услышишь свой голос в моем ролике. Привет тебе еще раз. Так, у меня тем временем аж желудка замерзла, пока болтали мы. Так, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что у меня кто-то все запутал и ушел. Вот такой вот Собакевич. Так, ну вот и пришла пора включать фонарик уже. Уже темнеет. Так. Показалось. Нет, вон. Блин. Чуть не упал. Дождался я, зёчек. Дождался, хороший мой. Он уже все выдолбал. Осталось ему вперед-назад двинуться и все. Но, видать, был мой. Все запутал. Но не сошел. Так что язь никуда не делся. Язь даже зимой клюет. И это радует. Если так, то есть надежда на завтрашний день. Тоже все запутано. Кто-то был и ушел. Не дождался. Значит, был не мой. Совсем не мой. Совсем говорить не мог. О. Ух ты. Ух ты. Да, напутали так напутали. Ну правильно. За такое время-то. Значит, рыба есть. Раз она попадала, раз она зашла. Язь, налим, хрен его знает. Скорее всего, язи, наверное. Что и следовало ожидать. Но это не страшно. Страшно то, что если бы они попали да подохли, вот это было бы неприятно. А так нормально все. Ни одного тухляка еще нету. Не считая пару мелких там налимчиков вчера. Сегодня вообще нету. Тоже все запутано. Есть еще пока. Дождался. Ух ты! Опять проделки щуки. Вон, друзья. Опять щука хапала. А нет, это налим, наверное. Это, наверное, налим. Порезов нет. Зубками сосал. Всю чешую высосал. Здоровый налим, видать, был. Вон, вся чешуя содрана. Жевал и выплюнул. А вот он крепко попался, получается. Блин, как он сам-то не попался? Налимище здоровый здесь гуляет. Так что мы еще порыбачим. Поймать надо хулигана, поймать. Ну вот, еще язычек. Фу, ну наконец-то. Крайняя палка на верхнем участке. И на сегодня это по-любому будет крайняя палка, потому что время уже 4:30. И
И никуда мы больше сегодня не поедем. Я задолбался долбить. Ох. Ну что, даст нам, нет, что-нибудь. Давай хоть налима здесь, что ли. Ни одного налима нигде нет. Нет, и здесь нету. Все крючки пустые. Если на нижнем участке вчера крючки были насажены ершами, окунями, все они были на месте, то на верхнем участке здесь просто все крючки пустые. Значит, рыба здесь есть, рыба здесь клевала. Так, ну что, давай, пока не села батарейка, подведем итоги сегодняшней рыбалки, сегодняшней проверки. Налима сегодня у нас нет, зато вот есть 5 язей, 2 нормальные, 3 поменьше. Ну чё, не пусто, и то хорошо. В конце года и проверки были похуже. Вот это, конечно, удивил последний озёк. То есть не озёк удивил, а налим. Какой, интересно, налим его сосал. Остается только догадываться. Но не маленький по-любому, если он ясь, получается, целиком в него вошел. Как он сам только не зацепился. Проглотил бы полностью, тогда бы, может, зацепился. Но он что-то сплюнул его. Ладно, друзья. Все, сматываем удочки. Едем в избу, на сегодня хватит. Мы славно поработали. А теперь мы славно отдохнем. Свежие. Куропатки там бегали это днем, а он след свежий. Выдра, наверное, я так думаю. Вот здесь пошла она, пошла по буранке. И потом вот поскакала. Я думаю, выдра. Так, жду комментариев. Чей это след? А? Товарищи следопыты. У выдры обычно немного другой след. Или она просто сейчас услышала буксировщик, так поскакала прыжками. Так-то у нее немного другой след. Пухляк. Четко следа не видать. Он. Я даже не знаю, что это след. Ладно. Пусть бегает. Так, ну она походу похулиганила. Я здесь оставлял бутылки для воды. Что-то я их не вижу. Куда она их дела? Оставлял ведро. В ведре 2 бутылки было. И она куда-то их дела. Унесла ведро. Собака серая с бутылками вместе. Ведро было из-под рыбы. И она куда-то утащила. А куда? Хрен его знает. Блин. Вот надо было и трогать. Вот здесь было ведро из-под рыбы. В ней были бутылки. 2 5-литровые бутылки были. 2 полторашки. Все куда-то утащила. Собака серая, блин. Ладно, завтра. Не завтра будет некогда. Послезавтра днем еще гляну.
куда она их могла утащить. Ну вот мы и в избе. Рабочий день подошел к концу. Время 18:27, это половина седьмого. Грубо говоря, около 10 часов, даже больше, около 11 часов я работал. И, как говорится, мы славно поработали и славно отдохнем. Проголодался, я не знаю, голодный как кот, наверное. Почему как кот? Ну, я по своему коту сужу, вот белый кот у меня есть. Сколько ты ему не дай, особенно если это рыба, ест, живот такой уже, а все подходит и когтями тебе так раз, мяу, мяу. Да отстань ты, и вот пока ты ему не дашь, потом уже вот когда он полностью наестся, получается, ляжет там возле батареи или на диване где-нибудь, вот такое брюхо, я говорю, как тигр на самом деле. Вот, это кот. Мне сегодня, я-то думал по-быстрому, до обеда, там поработаю, сюда приду, пообедаю и пойду на нижний участок. Так, думаю, если пить захочу, возьму с собой термос, взял, вот налил термос чаю, конфеток возьму, печенюшек. И положил вот этот желтый пакет здесь на столе, собрался, все, завел, уехал. Решил чай попить, обнаружил, что это все у меня в избе. Вот так вот. И на голодный желудок целый день. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Мы-то уезжали, когда думали, на пару дней. А видишь, вышло 10 дней и все замерзло. Ну, ничего страшного. 2 участка я уже отдолбил. Остался еще один. Так вот, что говорю. Проголодался по-быстрому. Быстрее некуда. Ужин у меня за 5 минут. Подогрел остатки супа. Вчера не доел, чтобы не прокис. Заморозил прямо в котелке. Затопил печку, кинул котелок на печку. Быстренько все это закипело. Вот у меня пол-тарелки супа. И там у меня второе. Это рыбные котлеты. Яйца жарятся и макароны. Пока греется второе, я уже не могу, кушать хочу. Поем супчика с вами, если вы не против. Кому-то вот одна жрачка, одна пойло, больше ничего. Но я знаю, что кому-то, не знаю, интересно. Так что остаемся смотреть дальше те, кому это интересно, а кому это не интересно, или выключаем, уходим, или перематываем там, я не знаю. Сейчас с этого момента будет ужин. Будут приветы, кстати. Выделю специальное время. Сейчас приступим прямо сейчас. Будем здоровы за сегодняшнюю рыбалку. Вчера было 2 налима, сегодня 5 или 6. 5 язей. Неплохо. Посмотрим, что завтра будет. За рыбалку, друзья. За жизнь в тайге, за прекрасную жизнь, за, как сказать, живите так, как вам приятно. Ничего не делайте через силу. Вот я сегодня устал. Были планы поехать на Нижний. Я же не поехал туда, потому что я устал. Что себя насиловать? Любая работа должна быть в удовольствие. А если ты через силу уже, через не могу, не хочу, что-то делаешь, через силу, то, что ты не хочешь, то это уже фигня получается полная. Вот я сегодня проверил с удовольствием. Устал, пришел и остался. Лучше я поужинаю, раньше лягу спать, хорошо высплюсь, и завтра бодренький, со свежими силами пойду. Ладно, будем. Я даже сегодня утром за завтраком ни капельки, потому что я знал, что придется целый день работать. Вот сегодня вечером можно. Дело сделано. Как говорится, дело сделал, гуляй смело. Так что, приступим. Телефон в одной точке. Долго-долго собирается, но интернет находит иногда. Это в зависимости от туч, от погоды. Вот вчера я где-то, наверное, часиков 11 назад
11 назад. 10 или 11 вечера, я не помню уже. Взял фотографию, то что я в избе, и выложил в сообществе. Так что, приступаем. Я надеюсь, кто смотрел, тот видел мою фотографию вот в этой избушке, что я вчера сделал. Андрей Прокопьев. С Новым годом, Геннадий. Побольше рыбацких приключений. Спасибо, Андрей. Вас также с Новым годом. Я бы добавил хороших приключений. Плохие приключения бывают разные. Бывают такие приключения, что всем приключениям приключения. Так что я думаю, что вы имели в виду хороших рыбацких приключений. Да, дай бог. Сегодня звонил Серега. Серега, смотришь, если меня, привет тебе. Серега Осипов, который с нами тоже здесь был. В избе мы были втроем. Собираемся, скажу вам заранее, сразу собираемся ехать на рыбалку за Хариусом после Рождества. Куда, как, на чем, мы это все 7-го обсудим. И 8-го, 9-го мы выйдем на рыбалку, на долгожданную рыбалку по Хариусу. Так что скоро будет интересная рыбалка. Многие этого ждут на канале. Я в первую очередь жду этого сам. Поехали дальше. Марина Головина. С Новым годом вас! Счастья и здоровья и побольше рыбки в этом году. Ура! Побольше рыбки, наверное, да, в этом году. Ура! И вас, Марина, с Новым годом. Также вам желаю счастья, здоровья. Ну, а побольше рыбки. Да, сильно много-то. Главное, чтобы она была. Главное, чтобы пустым не приходили. Скажем там, чтобы было ее достаточно. Много не надо. Чтобы было ее достаточно. Спасибо. Так. Ну-ка, будет, нет? Да, перелистывает даже. Евгений Кутняк. 17 часов назад. С Новым годом, Геннадий Иван Григорьевич. Ни хвоста, ни чешуи и сибирского здоровья. Спасибо. Пусть ваши пожелания вернутся вам бумерангом. Чтобы здоровье, счастье, все у вас также все было. Я вам, кстати, уже что-то даже ответ написал, но не буду нажимать, потому что будет это долго грузиться. Вы уже, наверное, прочитали. Руслан Костин, 8 часов назад. С Новым годом и Рождеством Христовым наступающим. Вам и вашим семьям здоровья и удачи. Благодарю, Руслан, за добрые пожелания. В свою очередь, и я хочу вас поздравить также с наступающим Рождеством. А это у меня двойной праздник. 7 января родился мой третий ребенок. Это Геннадий Геннадьевич младший. 7-го исполнится ему 9 лет. И когда этот ролик выйдет в эфир, скорее всего, будет уже не 7-е. Но постараюсь к 7-му успеть. Если нет, так выйдет попозже, то с прошедшим получится. А так, с наступающим Рождеством. У меня это двойной праздник, великий праздник. Вообще 7-го был день бракосочетания моих родителей. 7 января. 7 января день рождения также моей тети Гали. Тете Гале исполняется 80 лет. Здоровья, крепкого здоровья желаю. Ну, с наступающим днем рождения. Поздравим 7-го, заранее не будем. Ну, в принципе, этот ролик и выйдет 7-го. Так что с днем рождения, тетя Галь. Счастья, здоровья. Дай Бог, чтобы у вас все было. Главное здоровье. Серегины рассветы. Это мой земляк. У него тоже есть канал, YouTube канал. Он так и называется, Серегины рассветы. Ви Львован, Геннадий, сіяти і ти над Рождвужли став бурса. Это он написал по коме. Перевожу сразу же. С Новым годом, Геннадий. Желаю тебе и твоим родным всего хорошего. В свою очередь я, Серега, хочу поздравить тебя с наступающим Рождеством, с Новым годом. Огромный привет тебе и твоей супруге Маше. Мои подписчики, заходите на канал Сергея, Серегины рассветы. В общем, заходите и вы сами увидите. Ничего не буду говорить. Заходите, смотрите. Это мой земляк. Живет в соседнем районе. Александр Еремеев. С Новым годом, Геннадий. С Новым годом, Александр.
Спасибо. Дерзкий, как пуля, резкий. Геныч, с Новым годом. Рукопожатие. И от меня прими такое же. С Новым годом. Ну, дерзкий, как пуля, резкий. Ну, к сожалению, я не знаю, как тебя звать. Будем так обращаться. Андрей, вездеход, Коми. Гена, привет. 16 часов, это вчера изменил там так. Вчера он вечером уже, да, написал. Гена, привет. И дальше тоже идет по Коми. Все, он со мной по-русски общался, а тут сделал мне сюрприз, получается. Вай виштав, кыджи чечри кыйны коле. Мне тоже Коми рыбак. Что, не ожидал? Верма комен, верма рочен. Бати мам Коми. Сюрприз. И там куча смайликов. Ну, наполовину написал по-русски, наполовину по Коми. Ну, переведу. Гена, привет. Давай, скажи мне, как нужно рыбу-то ловить? Я тоже Коми-рыбак. Что, не ожидал? Могу по Коми, могу по-русски. Родители мои, отец и мать, тоже Коми. Сюрприз. Ну, а чё нет? Мы живем в Коми-республике. Я так думаю, ладно, в нашем районе мало коренных Коми, а в остальных очень много Коми, так что ничего удивительного, Андрей, ты меня не удивил. Кстати, народ, друзья, у Андрея тоже недавно открыл Андрей YouTube канал. Если кто смотрит мой канал давно, вы, наверное, замечали, мы проводили типа телемоста, открытое включение было, видеосвязь у нас была с Андреем, переговаривались. Снимает также рыбалку. Я говорю, недавно у него немного подписчиков, так что заходим, подписываемся, смотрим. Не, сначала смотрим, а потом, если пожелаете, подписывайтесь. На данный момент он тоже ловит налима. Правда, немножко не так, как я, а по-другому. Но у него при лове и щука, и налим. Нормально. Тоже рыбак. Техника у него вездеходная есть. В общем, заходите, увидите сами. Поехали дальше. Дмитрий Окунев. С Новым годом. Хороших уловок. И тебя, Дмитрий, с Новым годом. Так. И сделаю небольшой перерывчик. Я слышу, у меня второе там уже начало скворчать. Чтобы не сгорело. Чтобы не сгорело, мы сейчас его достанем. Вот такая вот рыбацкая пицца у меня получилась. В общем, мороженые, говорю рецепт. Мороженые яйца растопить, посолить, перемешать с макаронами и залить, получается, на раскаленную сковородку. И 2 рыбные котлеты. Вот такое вот получается блюдо рыбацкое. Запах обалденный. Я думаю, на вкус оно будет ничем не хуже. Я не думаю, я знаю. И самое главное, быстро, буквально 5 минут у меня суп подогрелся. Пока я вот с вами говорю, уже подогрелось и второе блюдо. Так, ну что. Между первой и второй промежуток небольшой. Ну, вчера сколько. Я говорю, если в меру пить, употреблять, то вот такой 0,5 хватает, грубо говоря, на 3 дня. Это вечером за ужином, и можно в обед даже по стопочке, ну, по половиночке. Утром не обязательно. А вы говорите, пишите нам. Не все, конечно, но есть такие там. Одна пьянка. Ради бога, не смотрите. Есть функция перемотки. Пару раз зажимаешь справа и 10 секунд. 3 раза 20 секунд. Можно просто перемотать, кому что не нравится. А кто-то, представляете, вот смотрит. Мне уже многие писали. И со мной вместе вот так вот поднимает и выпивает. Я ничего в этом плохого не вижу. Почему нет? Так что, кто сейчас держит бокал, приятного аппетита. Выпьем за здоровье. За ваше, за наше. И за наше с вами. Будем.
ядреная. Хоть разбавляй. Так, Дмитрия Окунева прочитали. Вот тоже аккаунт Сабитов, 3 восьмерки, Сабитов, 3 восьмерки. С Новым годом. 3 скобки. Ну, как вот обращаться? Сабитов? И вас, Сабитов, с Новым годом. О. Ну вот. А, все нормально, загрузилось. Длинный комментарий там было. Далее я пошел, ну, значит, интернет немного есть. Анна Беспалова. Постоянный подписчик, который постоянно пишет комментарии. Огромное тебе, Анна, за это спасибо. Я просто вижу ваш комментарий, мне уже на душе становится хорошо. Потому что все комментарии добрые. Спасибо на добром слове. В общем, слушаем, что она пишет. Привет, Геннадий. Как там с уловом? Нормально, не пусто. Нормально с уловом. Мне не повезло. Как выходные, так морозы. Поймала одного окуня большого. А на реке Хариус подо льдом стоит и плюет на наши мушки при температуре минус 32. Рыбаки говорят, что сейчас у них кислородное голодание. Значит, на крючки надо поддевать кислородные шарики. Улыбается. Неужели Иван сдулся? Не хотелось бы о нем так думать. Нет, Анна, Иван не сдулся. Мы созванивались с Иваном 1 числа. Иван Григорьевич, наверное, с Игорем укатили на рыбалку. Не мог дозвониться. Ну, а я, по большому счету, не рыбачу, а работаю. Второй день отдалбливаю промерзшие лунки. За 10 дней мороза промерзло сантиметров на 30-40. Да, это то, что я занимался вчера и занимаюсь сегодня. Это рыбалкой. Конечно, это рыбалка, но это, по сути, это работа. Это очень тяжелая работа. У меня спина болит, руки болят. Плечи болят, но это приятная усталость, потому что засиделся дома уже 10 дней, все затекло, это или сидеть, или лежать, ну, это не мое, я привык двигаться, движение это жизнь, как говорит Иван Григорьевич, я тоже люблю двигаться, то, что немного поболит, это выспишься, все пройдет, но это приятная усталость, мышцы должны работать, иначе они будут дряхлые. И вот она ответила на мой ответ. Вот работенка и многоточие. Вот лайк вам ставлю еще, Анна Беспалова. Спасибо большое за комментарий. Вот как вот сейчас, если сейчас не будет загружаться, я оттуда вот вышел. Все загрузилось нормально. Вот если был бы интернет, никаких проблем бы не было. Так. И немного чуть не пропустил. Вот комментарий Андрея Дитинник. Очень интересный комментарий, очень длинный. Так, все, загрузился полностью. Андрей Дитинник. И с точкой, как у нас в коме, такая же и. 1 час назад, недавно написал. Здравствуйте, Геннадий. С Новым годом вас и вашу семью. Также с Новым годом Ивана, вашего друга. С наступающим Рождеством вас. Почти все ролики ваши пересмотрел. Сейчас смотрю сенокос. Все нормально, все душевно и спокойно. Ваш друг из Камчатки, Сергей, ловит форель. Вы, Налима и Азей. Получается, он у Сергея тоже подписан на Сергея. У меня друг на Камчатке Сергей. И с супругой Еленой, они просто вот такая вот рыбалка. Приглашали меня на Камчатку порыбачить в ноябре. Ну, не получилось, не вышло. Накладно очень, 42 тысячи перелет. Нет пока. YouTube пока. На YouTube пока мы столько не зарабатываем. Вот когда будем зарабатывать нормально, мы обязательно поедем на Камчатку ловить. Ну, там вот зайдите обязательно. Тоже, кстати, канал называется Сергей Река Камчатка. Это просто супер рыбалка. Они что творят? Лунки на 150 вот вытаскивают. Вот, ну, конечно бы я хотел попасть туда на рыбалку, но дай бог когда-нибудь Сергей меня приглашает, дай бог, может быть к следующему ноябрю это получится. Тоже такой канал, можете зайти посмотреть, как ловят рыбу на Камчатке, это круто.
Так, я не дочитал, пока не забыл, сейчас после этого скажу еще вещь одну. Так, ловит форель, вы на Лима-Язде. Я сам из Украины, Запад, живу на границе с Венгрией, город Ужгород, военный, в звании прапорщик. Так что очень мне нравится ваша природа и рыбалка. Удачи вам в новом году, как говорится, ни хвоста, ни чешуи. Будьте здоровы. Когда будете в избушке рыбацкой, можете и прочитать мой отзыв. Мог писать на своем языке, но вам так будет удобнее читать. Спасибо за канал ваш. Ну что я могу сказать, Андрей? Все так и вышло. Мы в рыбацкой избе зачитали свежий комментарий. И огромное-огромное вам спасибо за... Ну вот, читая такие комментарии, хочется... Ну не то, что продолжать. Мы, конечно, будем продолжать вести свой канал. Но читая такие комментарии, понимаю, что это все не зря, что зритель смотрит мое видео, мои ролики. То, что говноеды там пишут, там вот такие вот, это фигня полная, блин. Я на них уже внимания не обращаю, как по вашим советам, кстати. Очень приятно читать подобные комментарии. Все будет, все будет. Ну и раз мы уже заговорили о Камчатке, пока не забыл, хочу передать огромный привет Сергею Загороднюк. Сергей Загороднюк звонил мне сегодня на рыбалке. 4 года назад мы были вместе в командировке. Теперь он перевелся работать аж на Курильские острова. Это еще дальше, чем Камчатка. Серега, огромный тебе привет. И также привет твоему отцу. Ну что, Федор Афанасьевич, огромный тебе привет с лесной избы. Серега выйдет на пенсию или выйдет в отпуск. Буду рад вас видеть у нас на Печоре. Приезжайте в любое время, организуем что-нибудь, съездим куда-нибудь, почему бы нет. Анатолий Ковальчук, 12 минут назад. Геннадий, спасибо тебе большое за твои видики. Я сам с Мамоля и жил в Знаменке. Воспоминания в молодости, охотились и рыбачили на Печоре. Жмем сердечко. Ой-ой-ой, ой-ой, ой-ой. Ну вот, не туда нажал. Я боюсь, что если я не туда нажму, оно больше не будет загружаться. Но вроде еще загрузилось. Интернета здесь нет. Анатолий Ковальчук. Привет, земляк. Мамоль. Мамоля не был. Мамоль. Или заезжал. Я знаю, что в Мамоле... Как же звать-то? Забыл. Заказал через меня с Мамоля буксировщик «Ураган». Это было. Кстати, кто желает приобрести «Ураган», имейте в виду, что указав при заказе «Ураган», это мотобуксировщик, на чем я езжу, что при заказе, указав промокод КомиРыбак, вы получите скидку. Раньше было 4%, а сейчас вроде бы 2%. В связи с кризисом они убавили проценты. Ну, техника вот такая вот, я вам говорю. 4-й сезон, никаких проблем. Так, однажды в тайге. Такой и такой. Ну, те тоже так. Однажды в тайге, это по-любому YouTube канал, не то что аккаунт, а канал, да, на YouTube. Кстати, тоже можете заглянуть, посмотреть. Артем Степанов. Здравствуйте, дядя Гена. С Новым годом. С нетерпением жду новых видосов. Удачи вам с Иваном Григорьевичем в 2021 году. Хороших уловов. Вам большой привет с республики Мариэл, город Йошкар-Ола. Будь добр, передай привет Артему с Йошкар-Олы. Удачи. Ну что, Артем Степанов, привет тебе огромный. Вот такой вот привет. Вот такой крепкий привет тебе. С рыбацкой избы. Как видишь, в прямом эфире читаю и сразу передаю. Такое редко получается, потому что обычно я отвечаю на комментарии уже дома, проходит неделя. Вторая, у меня несколько роликов 5 или 6 вообще остались без комментариев. Не переживайте, друзья, обязательно на все комментарии отвечу. Обязательно. Вот
будет у меня интернет, будет немножко хотя бы времени свободного, обязательно прочту и отвечу на все ваши комментарии. Так что, Артем Степанов, привет тебе огромный. Ну и вот, крайний комментарий, самый нижний, от моего друга, это Сергей Башко. И пропал интернет. Комментарий тоже длинный. Я нажал на читать дальше, и он пошел грузиться. И пока я его не могу видеть. Все, еще один, друзья, остался комментарий, еще один. Ну вот такой вот комментарий. Сергей Башко, у него тоже свой канал на ютубе. Он так и называется «Ремесла и промысел с Сергеем Башко». Человек, растут руки с того места, откуда надо. Вот я рыбачить умею, да? Охотиться могу. А чтобы что-то сделать, я, слепить что-то могу. А что-то реально сделать, у меня руки не с того места растут. Я могу... О, все, загрузилось. Все, читаем. И всегда он пишет комментарии в стихах. Так что заходите к нему на канал тоже, кто еще не подписан на него. И смотрите, подписывайтесь. Это мой друг, товарищ. Живет в Донбассе. Ты в Новый год с утра пораньше собрался, но не в магазин, а на рыбалку. И не важно, что будешь ты ловить один. То есть он это конкретно на данную рыбалку, то, что я один, а без Григорича. Хотя таких, как ты, хватает. Ведь у тебя это в крови. Вам все равно, рыба какая. Вы от рождения рыбаки. Пусть говорят, что там бухают. Но вы не верьте, там не так. Там все душою отдыхают. Любой докажет вам, рыбак. Золотые слова. Все правильно, Серега. Я не верю, не то чтобы не верю, не то, что я даже злюсь на эти комментарии, я просто смеюсь над этими отбросами общества, которые считают, что мы вот в данной компании, там с Григоричем, или я сейчас, допустим, говорят, что я бухаю. Они просто бухариков не видели. Кто бухает, им нафиг рыбалка не нужна. Им ничего не надо. Они проснулись с одной мыслью опохмелиться. Напохмелялись до такой степени, пока не вырубились. Вырубились, проснулись, опять с одной мыслью опохмелиться. Так имейте в виду, я никогда не похмеляюсь. Это раз. Это первый признак того, что человек не бухает, можно сказать, не алкоголик. А вы с утра похмеляетесь после перепитого? Вот так вот. Смотрите внимательно. Лучше перетерпеть, все пройдет и все нормально. Самое лучшее лечение, вон, свежий воздух, работа. 2 часа, даже час, и все нормально. Так что я что ответил? Спасибо, Серега, ты в своем репертуаре. Ну, а сейчас нашел интернет на реке. Да, я ответил ему там. Решил отдохнуть. Лед промерз капитально за 10 морозов. На каждую лунку минут 15 уходит. Я ему написал, на что он мне ответил. А у нас печалька. 3 января 21 еле вышел с водоема. Он говорил, я смотрел крайний ролик у него. Было +7. Лед вот такусенький. Сверху вода. Недавно. Прошлый год они вообще не смогли выйти на лед. В этом году они только вышли, и уже надо заходить. Еле вышел с водоема. Окуня скирдовал, как и вы. И размер 200-310 грамм. Для наших водоемов это трофейные. Правда, 7 метров глубина. Балансир и блесна слабо, на мотыля мелочь, на безмотылку супер. Ну что я могу сказать, Серега? От души поздравляю, я тебе от души желал, чтобы у тебя в этом году все с рыбалкой, подледной, зимней рыбалкой все получилось. И все получилось отлично. Так что, друзья, заходим и смотрим. Видел я, пришло оповещение, что у Сергея вышел ролик окуни-кони, там что-то такое, рвут леску. Так что заходим к Сереге в гости, смотрим. Если понравится, подписываемся. Ну вот, все приветы передал. Все, конечно, я не могу передать, у меня просто не хватит 24 часов в сутки. И на этой прекрасной ноте, ну что, давайте закругляться. Итак, ролик затянулся. Я сейчас доем свою котлетку, доем макарошки, попью чайковского. Надо ложиться отдыхать.
Завтра надо рано вставать. Сегодня раньше ляжем, завтра раньше встанем. И будем опять рыбачить, да? Работать. Вот. Будем долбить. Как все отдолбим, засыпем все снегом. И потом уже будет проще. Может быть, час подниму еще. Но это будет видно. День покажет. А пока до свидания. Спасибо, что смотрели. Кому надоел, перематывайте. Кому не надоел, вот так вот. И до завтра. Встречаемся на реке, встречаемся за завтраком. Встречаемся всегда. Пока мы живы, будем рыбачить, будем снимать. Но, естественно, все это будет на канале. Всем до свидания, всем пока. До встречи на канале Коми Рыбак.